Салам алейкум, дорогие мои подписчики. Мне вопрос задавали, что я преподаю где-то. Нет, я не работаю сейчас, нигде не работаю. Только вот с вами разговариваю, вот это моя работа с вами. Общаюсь, это как это, даю вам информацию, рассказываю вам истории какие-то полезные, какие-то хадис, а я вам это как это рассказываю, вам как это сообщу, да? А сейчас я нигде не работаю. А моя мама как нас научила, это жизнь как тачка. Тачка вот тащишь, едет, машина сядешь, за- за- заводишь машину, да, если заводишь, едет, да? Если тачку не таскаешь, никуда не едет. Жизнь так. Я вот сейчас сижу, нигде, это как это, я двигаю, как ищу работу, поиски работы, но не работаю, нигде мне работу не принимают. Причины разные. Где-то вакансий нету, где-то говорят, что вы не граждане, где-то говорят, что, э, как ее зовут, вы нам не подходите по внешности, да. Где-то говорят, что вы это ждите, имеет ответа, не принимает документы, говорят, ждите. Потом я жду, звоню, они говорят, что мы уже другого принимали. Вот такие это ответы получаю. Где-то мне самому это не подходит, коллектив. Я вижу все такие-то взгляды, это так. Где-то зарплата мало, а требует очень много. Допустим, зарплата 30 тысяч, 32, 30. Документация очень много требует. У меня с документацией не так хорошо. Ну, конечно, я зайду, учу, стану, как это. Вот документация, которую они просят, очень много. Сидящая работа еще, мне не нравится в кабинете сидеть. Вот это сидящая еще. А вот документация им не очень хорошо. Конечно, я буду работать, учусь, это ничего страшного. Требует много, платят мало, это имела в виду. Сидящая работа мне не нравится, потому что сидящая работа много болезней, да здравствуй, много болезней. Гипертония, ожирение, сердечные болезни. Это как ее зовут? Инфаркт миокарда, инсульт и так далее. Поэтому сидящая работа, это я не люблю. Я хочу работу, которая раньше, как я и работала. Преподаватель ходила, кабинет в кабинет, преподавала, как это, спустилась, поднялась. Это мне такая работа мне нравится. Сидящая работа нет. Вот поэтому я сейчас это, как говорят, у нас по шутке говорят, вначале свежий воздух. Как я хожу на свежий воздух, дышу свежий воздух вот так. И своего ребенка как это воспитываю, да. Я до э, 4 класса тоже это никуда не ходила, с ребенком была. До 4 класса моего ребенка. Потом в 4 класс я поступила в медицинский колледж. Я эту ребенку школу нашла возле нашего дома поближе. Через дорогу она в школу ходит. Телефон купила дочку, это кнопочный, до 4 класса моего ребенка не было телефона, кнопочный телефон. Nokia же есть, такой я купила, чтобы звонить. Это как она пришла домой, или потому что я утром рано вышла, я в другом городе учила. Мы жили вот в другом городе, я учила в другом городе. Я потом, когда вернулась, поздно вернулась, где-то ближе к вечером я вернулась. Звонит, узнает, что как она, как это. Завтрак я готовила, она покушала, ушла, а обед сама пришла, это подогрела, покушала, а ужин мы вместе ужинали, ребенок. Вот потом, вот 4, 5, 6, 7, я 4 года я учила, в колледж 4 года я получила диплом, а вот 8 класс я теперь с ребенком нахожу дома, ищу работу, когда она в школе пойду, я ищу работу, когда она возвращается вместе как позавтракаем, вместе пообедаем. А вот так ищу работу, никак нигде это не, не могу найти свою работу, нигде мне как это не принимают, как это, мне как это не принимают, как это к себе не хотят. За это внешность тоже. На родине была тоже там, это сказали, что вакансий нету, приезжайте в лето. Лето, как я обратно могу ехать еще? Я много места ходила в столице в Душанбе. Я была в университете, была это министерство здравоохранения тоже интересовало. Нашел мой диплом. Российский же у меня диплом медицинский. Вот. Искала тоже там ответ. Нету вакансия, нету места свободное. Вот так. Так что Аллаха, как это надежда к Аллаху, во-первых, во-вторых, на вас. Не знаю, кто-нибудь из вас откликнут, кто-нибудь из вас как это слышит мой голос, кто-нибудь это от вас
чувствует это мое, как это проблема какая-то, я не знаю. Ну, как получаю ответ, потом скажу, кто-то это на самом деле, как это чувствовал меня как своей сестры, как и своей, как это мусульманка, как своей, как это одна землячка, как своей, как говорят. Другому как не могу сказать, как это чувствуете меня как своей сестра по вере, да, как это землячка, таджичка. Другой, как это человек, как человек это меня воспринимаете. Потому что много здесь мне хейтерит это комментарии, что кто хейтит, я все заблокирую, ничего больше не могу сказать. Их слова не хочу это повторить, произносить, потому что их слова не слова. Кто меня хейтерит, их слова для меня ничего не значит. Заблокирую, все, не буду отвечать, ответить. Отвечать не буду. Раньше я ответила, как это. Они в том духе продолжают это хейтерить. Я просто читаю и удаляю на месте. Нет, я заблокирую на месте, не удаляю. Заблокирую, чтобы больше этот человек не мог или не могла меня хейтерить. Потому что я никакое это некрасивое ни слова я вам не говорю, ни матершинские вам не говорю. Ведь тоже не имеете права на мой адрес что-то сказать или хейтерить, или критиковать меня. Я вижу в интернете много, они матершинские слова они снимают, всякие они говорят, они все это свои тело показывают, их как это поддерживают, подписка у них миллион, просмотр тоже миллион. А я ничего не делаю, у меня никакой там миллион ничего не получается, ни подписки, ни просмотр, ни поделиться нету. И не показываю при этом себя. И при этом я получаю на свой адрес это хейтеры, критики. Это что такое вообще? Что это такое происходит? Я знаю, что с этого начала жизни наш пророк Адам до нашего века есть такие люди, непутевые, как говорят, люди как противники, ничего. Это нормально. С такими тоже надо как это, мы должны как это смириться. Я должна смириться с этим, с такими, и они чего, не говорю против них. Я говорю, почему это ведь так со мной? Я же с вами хорошо. Почему со мной так плохо, которые хейтеры, критикуете, как это пишете, много слова нехорошие на русский и на мой язык. Бойтесь Аллаха, пожалуйста. Просто только скажу, что бойтесь Аллаха и отвечать перед Аллахом в судный день. Только это я вам говорю, больше ничего не говорю. Бойтесь Аллаха, еще бойтесь Аллаха и думайте, как перед Аллахом отвечать в судный день, что вы меня обижаетесь, вы мне больно сделаете со своими комментариями некрасивые. И я вас не прощаю. Не прощаю. Понятно? Бойтесь Аллаха, что будете отвечать перед Аллахом за своими поступками. Такие хейтеры против не только мне, блогеры и другим блогерами. Хорошо? Благодарю за внимание.